Це були прекрасні 4 роки. Ми намагаємося отримати ще 4 роки. Якщо ні, побачимося з вами через 4 роки. Побачимося через 4 роки. Ну а тем временем Джозеф Байден уже активно собирает свою команду. Стало известно, что пресс-секретарем Белого дома после инаугурации демократа Джозефа Байдена, которого СМИ назвали уже победителем президентских выборов в США, станет бывший спикер Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Она известна, в частности, острыми заявлениями о российской агрессии против Украины. Вот как она прокомментировала свое назначение на должность пресс-секретаря. Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людини, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він займався економічним відновленням країни, відбудовував наші відносини з партнерами. Це дало хороший результат, привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня. Российский социолог, публицист Игорь Эйтман с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, почему такая истерика в Россми в связи с вероятным назначением Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома? Ну, мы помним, да, эту историю, что при еще администрации Обамы российские вот эти клеветнические пропагандистские СМИ, они выбрали Псаки в качестве мишени для своих отвратительных сальных шуток, для своего какого-то дутого сарказма. То есть они сами вылепили из этой Псаки, да, какого-то Псаки, какого-то, знаете ли, образ врага. И теперь с этим образом вносится, в общем, как дурак с писаной торбой. Что это будет означать теперь? Ну, будет это ничего как бы серьезного это означать не будет. Это будет означать только то, что появится еще множество всяких дебильных программ на российском телевидении, где эту бедную Псаки будут пытаться высмеивать. Но ей и администрации будущей Байдена, я думаю, это абсолютно все мало интересно. Также вот Джозеф Байден уже представил свою команду и определился, кого именно он назначит на ключевые должности. Речь идет об Энтони Блинкене, о Крисе Кунсе, о Крисе Мёртви и Ульям Бернс. Вот что вам говорят эти имена и стоит ли от них ожидать какой-то жесткой позиции в отношении России и более проактивной позиции в вопросе поддержки территориальной целостности Украины? Ну вот мне как бы говорит имя будущего госсекретаря, да, как и, я думаю, вам тоже, он человек известный, тоже еще по администрации Обамы, и он занимал всегда последовательную проукраинскую позицию, антикремлевскую. Я надеюсь, что и на своей новой должности он будет в этом же направлении действовать. Он известен как такой крепкий профессионал, и я думаю, что при нем Америка, США будет вести гораздо более жесткую и более, я бы сказал, продуманную политику, чем она вела вот предыдущие годы. А как вы думаете, вот в чем эта более жесткая политика администрации нового президента будет проявляться? Стоит ли ожидать имплементации вот тех санкций против России, которые были блокированы администрацией Дональда Трампа? Это очень жесткие санкции от 2017 года, которые предусматривают заморозку активов, счетов ближайшего окружения Владимира Путина. Ну, там с этими санкциями не все так просто. Я не думаю, что просто автоматически вот поднимут этот проект санкций, который был тогда обсуждался, и его реализуют. Я думаю, что будут приняты новые санкции, и, возможно, например, в связи с отравлением Навального будут новые санкции использования химического оружия, да, России. Может быть, будут санкции, связанные с продолжением вот этой истории, санкций против окружения Путина. И был еще проект санкций против всего российского олигархата. Это тоже не исключено. Так что я думаю, что как бы история санкций она будет продолжаться, пока существует вот этот кремлевский преступный режим, и пока он проводит свою агрессивную войну против, в том числе, Украины. Мы понимаем, что в США уже вот скоро появится новая администрация, и вопрос отношений с Россией и Европой будет
понятно, в поле зрения. И, конечно же, вряд ли проблематика Северного потока-2 тоже уйдет в периферию, учитывая, что вот сегодня появилась такая новость, что государственная канцелярия немецкой земли Макленбург Передняя Померания собирается в ближайшие дни создать фонд защиты климата. Его будут использовать для прокладки газопровода «Северный поток-2», сообщает Билд со ссылкой на источник. Так, местные власти во главе с премьер-министром земли хотят обойти действующие и будущие санкции США, наложенные на компании-участников проекта. О чем это говорит? Все же Германия пытается всеми способами всячески достроить «Северный поток-2». Я бы так не сказал, потому что сейчас в Германии по этому поводу нет, во-первых, единого мнения. Были выступления разных политиков, в том числе и, например, председателя комитета по иностранным делам Бундестага, вот, политик от правящей партии, от члена правящей коалиции, от христианских демократов, Норберт Рёдген. Он выступал, например, за то, чтобы этот вопрос пересмотреть, и за это же выступает, например, зеленые влиятельные партии. И не надо еще забывать следующее. В ближайшем сентябре, то есть уже не так за горами, да, выборы в Бундестаг германские. И есть среди возможных вариантов, есть и такой, что следующая правительственная коалиция будет состоять не из христианских демократов и социал-демократов, а из христианских демократов и зеленых. А у зеленых довольно четкая позиция против этого Северного потока. Это во-первых. Во-вторых, вот те американские санкции, которые приняты, они уже фактически парализовали строительство. А по сведениям той же немецкой прессы, эти санкции будут ужесточаться при Байдене. И поэтому я думаю, что бы там ни было, Северный поток уже не реанимировать. Это смертельно раненый такой зверь. Он еще, может быть, рычит и огрызается, но шансов на выживание у него нет.